40-е годы отмечены многими трагическими событиями. В это время героизм ингушей на полях сражений в Великой Отечественной войне Абдулы Цароева, Мурата Аздоева, Асет Тутаева и многих десятков других героев незаслуженно замалчивался, потому что ярлык предателя был навешан на целый народ. Более 200 войнахцев приняли первый удар войны на себя в Брестской крепости. Мы ожидали лучшего, хорошего. А тут я вернулся, пожалуйста, я изменник Родины. Там я эту ждал, стрелял, воевал. Я и товарищи со мной были. А тут, пожалуйста, я вернулся, я изменник Родины. Чех выселяли, отправили, а ты остался. А что сделать? Тогда как мне обидно? Скажи, пожалуйста, а? Я бы хотел слышать приятные слова от руководителей. Кто воевал, кто не воевал, за что выселяли, кто виноват, кто прав. Все равно разберутся. Когда-то нас не будут, другие подойдут, все равно разберутся, узнают. Но для меня это, конечно, лично для меня это уже поздно. А подрастающим я хочу, чтобы был мирный жизнь. Нет, не слушали просьбы простых людей, не слышали слез детей в то февральское морозное трагическое время 1944 года. 90-тысячное население Ингушетии в одночасье было погружено в товарники и отправлено в долгую ссылку. Выгоняли всех. У меня было 2 сестры и брат, ему было 5 лет, 6-й. Выгнали нас, в общем, мать у нас даже в одних чулках, это истинный. Без носков она как возилась в дом, так и выдворили ее. Бричку по соседству запряженные, в эту бричку посадили нас и повезли на сбор. На сборе нас в машину, я не помню, какие эти машины в то время были. Посадили в эту машину, привезли нас в то время Орджоникидзе. Садили в этот вагон телячий и поехали мы. Сутки, где-то 2, забитые двери не открывались. Они были все время, не выпускали людей, не оправиться, ни во что. В моей памяти в нашем вагоне умер старик и маленький ребенок. Я помню на проезде, не помню где это было, знаю, что были снега. Вы пришли, они же приходили, вагоны проверяли, кто там. Мертвый, значит, на глазах у родителей отбирали детей и выбрасывали. Это я очевидец всего этого. Первый раз. Да, ну, приехали, везли нас как скот. Чуть-чуть хуже. Скотину хоть там сеном кормят, а нас еще немножко хуже везли. Привезли нас сюда в Макинку, увезли тут вот недалеко Буландинский лесхоз за 15 километров. В бараке в одном, вот такой комнате поселили нас, если не соврать, там 12 семей. И дали каждой семье 2-метровые нары. В этой бараке не было печки. Была обыкновенная такая круглая печка железная обшитая, там ни воды согреть, ничего. Население, которое нас ждало здесь, они были отчуждены, они были отгорожены, им сказали, что это люди, которые едят людское мясо, не едят соли. После они рассказывают. Так. В общем, несколько времени мы были чужие люди, вообще с нами никто не обращался. Местное население, которым вот мы жили, если бы они не помогали нам маленько, не помогали, а у них-то самих-то не было ничего такого богатого, но считайте, что мы бы вымерли. Такое нации могло вообще не существовать больше, если бы они не помогали. Делили, люди шли домой к нам, вот где мы жили, несли кусок хлеба, картошку. И у меня, допустим, где я жил, был товарищ такой же, чуть старше меня. У него бабушка была, она, если зовет его, Федя, айда кушать, и зовет меня. Кусочек хлеба давала она мне, и стакан молока наливала так же, как своему внуку. Эти люди крепко нас поддержали, местные люди. Спасибо им. Товарники шли на восток. Они везли именуемых безвинно врагов народа, женщин, стариков, детей, не понимающих, не осознающих причин столь жесткого наказания. Эти дорожные полустанки помнят трудный путь обиженного,
жестоким геноцидом 44 года людей. Голод и болезни, старость, незащищенность новорожденных и жестокий мороз уносили жизни людей. Для тысяч и тысяч ингушей вагоны и колеса отстукивали последние мгновения. Могилами им служили заснеженные степи Казахстана, Киргизии. Дорога в неизвестность продлилась в долгие 13 лет. Единое, что надежно и на кого можем расположиться. На Аллаха. У нас больше надежды нет. Слава Аллаху, что нас не так уж, как говорят, истерзать из земли. Нет, Аллах нас поддерживает по сегодняшний день. И вот казахский народ нас поддерживает и поддержал, и мы живем с ними так же, как с казаками, так и с русскими. Мирно живем, но если уйти отсюда, мы не знаем, куда нам идти. У нас нет места. Вот что мы можем сказать. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Ашхаду алла илаха иллаллах. Ашхаду алла. Неправда, что горцы не плачут. И в молитве, и в молчаливых беседах с Аллахом, и в словах, произносимых над могилами близких, здесь, в далекой от родины землях, звучит тоска по Ингушетии, желание последние годы провести на бесконечно дорогой земле предков. Неизвестность и ожидание томят, размягчают душу, выдавливают из сердец слезы. Пророк Мухаммед сказал: «О народ мой, творите по своей возможности. Я тоже буду делать, и потом вы узнаете, кому придет наказание, унижающее его, и кто лжец. Выжидайте же, я вместе с вами жду». Свободой и притеснениями отмечен путь этого народа. Свобода там, в горах, где они называют себя галгаями, живущими в башнях. Так сложилось, что равнинные владения этого небольшого по численности народа стали объектом обогащения, средством удовлетворения алчности политиков. Свыше 70 тысяч ингушей называют вынужденными переселенцами. Всмотритесь в глаза этих ставших взрослыми не по годам детей. Их память зафиксировала
Голос свинцово-огненного смерча 1992 года, материнские плачи по погибшим, отчаянную беспомощность отцов. Многие из них, не прожив детства, становятся седыми. Склад мы нас затолкали. И там оказалось 200 человек в доме уже. Набитый был, не сесть, не стоять, и вот мне ноги. Стоял я там, и били они, все хотели, делали. И ни грамм даже пить воды не давали. На моих глазах они убили вот этого Гадабошева. Гадабош, они ему сказали, чтобы он стал на колени. Тохтию Хасан и Карая Амик, они сказали, чтобы он на колени перед ними стал. Он перед ними на колени не стал, они его к дереву привязали и живым сожгли они его. Как я свое место оставлю, свою родину? Мы ж буран, холодно, голод в Казахстане перетерпели. Сказали, что ингушам, чеченам разрешается выезжать домой, на родину свою. Мы приехали на свою родину. Как мы свою родину сейчас оставим? Не оставим мы ни за что. Мы хотим домой, на свою родину. Зачем нам эти финские дома? Они нам не нужны. Пусть нас высылают опять на свою родину. Мы там будем жить. Мы камень, с камня человека делали всю жизнь. И сейчас сделаем с камня человека. Неправы те, кто считает, что в мире равнодушных больше. В Москве у Соловецкого камня, символа репрессированных народов, многотысячным митингом были высказаны требования правительству, которое, издав постановление о реабилитации репрессированных народов, не создало условий для его выполнения. Продолжаются нарушаться права человека, силовыми методами удерживаются исконные земли коренных народов, льется кровь, как и прежде, в 1944 и в 1992 годах. Свирепствует геноцид, и люди, простые жители земли, не верят в восстановление справедливости. Мы стоим около Соловецкого камня. Камень, который стал надгробным камнем на многих-многих могилах, которые разбросаны по всей нашей бесконечной родине. Все мы приписываемся кавказцам, потому что любить Кавказ – это одно из свойств русского народа. И горе войнахов – наше горе. Позор – наш позор. Мы скорбим о том, что происходит, потому что мы слишком хорошо понимаем, и мы все это пережили. Все мы вышли из Лубянки. Вот она, грозовая фаза, вот она, роковая грань. БТРы Владикавказа смотрят пушками на Назрань. И стоят старики, гадают, и вздыхают, и не поймут, то ли просто народ пугают, то ли вправду стрелять начнут. Виноваты ли они, если их генетический код призывает им вернуться на обогренную кровью землю своих предков?